Несмотря на ненастную погоду, зал был полон зрителями. Каждому, от мала до велика, хотелось соприкоснуться с историческими событиями наших предков. Зрители остались под впечатлением от игры актеров. Мне очень понравился сам спектакль. Актеры очень красиво, эмоционально и красочно показали исторические события, история наших предков, как она прошла и как все развивалось. Я считаю, что каждый человек должен посещать театры, потому что каждый человек, посетив такое место, он видит все, что человек пережил внутри, в такие моменты, в таких обстоятельствах. И каждый человек может увидеть все то, через что прошли наши дедушки и прадедушки. Эмоциями после спектакля поделилась Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Эмоции очень высокие, до мурашек. Красиво, талантливо, ярко. И хочу отдельно поблагодарить костюмера, потому что действительно очень красивые костюмы у наших актеров. И я хочу сказать, еще раз повторюсь, что чтобы наши актеры имели возможность выезжать за пределы Гагаузии и показывать красоту актерского мастерства и в других регионах Молдовы, ну и, конечно же, и за пределы Республики Молдова. Для молодежи очень важно посещать подобные спектакли, считает художественный руководитель Гагаузского национального театра имени Диониса Танасоглу Михаил Гагаус. Этот роман, он состоит из 300 и более страниц. Не все, не каждый, нам даже было чуть-чуть сложнее читать, потому как у Диониса Ага очень сложный гагаузский язык. Я думаю, что и правильный язык, и я думаю, что не каждый из студентов там или учеников 10, 11, 12 классов, они могли бы просто посидеть и почитать, да, может быть, единицы. Но здесь через этот спектакль мы показали, можно сказать, одну часть. Там очень много частей, которые можно развивать. И я думаю, что для всех студентов и учащихся это большое подспорье. Почему? Потому что нужно смотреть. Через это можно узнать все. Премьера спектакля по роману Диониса Танасоглу «Узун Кирван Узия лет. Последняя битва» состоялась в декабре 2022 года в честь 25-летия Гагаузского национального театра имени Диониса Танасоглу. Олег Дулугла, Леонид Афонос, ГРТ. Новости.